الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мухтарам джамаат. Мы с вами продолжаем изучение текста акиды имама Тахави. И если на прошлом занятии мы говорили о деяниях человека, о том, что они являются творениями Аллаха Тааля, то сегодня имам Тахави затрагивает другую тему. Каулуху, имам Тахави сказал: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. И в молитвах живых и их подаяниях есть польза для умерших. Тема снова для нас актуальна. Почему? Потому что некоторые отрицают, говорят, что если человек умер, все, больше ему ничего не может помочь. Приводит хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что когда человек умирает, за ним следуют три вещи, и после похорон остается только одна, другие возвращаются. Следуют за человеком его семья и имущество, остаются только деяния. Потому что ни имущество, ни семью с собой в могилу забрать невозможно. Также ссылается на аят, в котором сказано: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, ва аллайса лил инсани илля ма саа». И человек не способен приобрести ничего, кроме того, что сам совершил при жизни. Однако наши ханафитские богословы, основываясь на других доказательствах, пришли к выводу, что все-таки праведные деяния приносят пользу умершим. В одном из аятов сказано: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, валлазина джа'у мин ба'дихим якулуна раббана гфир лана ва лихванина аллазина сабакуна бил иман». То есть в аяте сказано: а те, кто приходят за ними, то есть за первыми поколениями мусульман, то они говорят, делают дуа. И форму дуа имам Баберти приводит: «Раббана гфир лана, о Господи, прости нам, ва ли ихванина аллазина сабакуна бил иман, и нашим братьям, которые опередили нас по вере». То есть были верующими до нас. Речь идет о тех поколениях мусульман, которые жили до нас. И также этот аят подкрепляют хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, даже ряд хадисов, где приводятся различные деяния. В одном из риваятов приводится, что мужчина пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом риваяте приводится, что женщина пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть из числа сахабов, и спросили: вот у нас, а матери спрашивали: вот у меня мама, если бы была жива, то она совершила бы хадж. Могу ли я совершить хадж за нее? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил: да, можешь. Другое доказательство, похожее на него, приходит к пророку саллаллаху алейхи ва саллям мужчина и говорит: если бы моя мать была жива, она бы дала подаяние, могу ли я это сделать за нее? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям снова ответил: да, ты можешь. Также приводится риваят о действиях пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, во время прощального хаджа, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил ряд жертвоприношений, и, совершая одно из них, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, принося в жертву жертвенное животное, сказал: от меня и ото всех из моей уммы, кто не в состоянии совершить жертвоприношение. То есть одну овечку пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поделил на тех мусульман, которые были при нем, и на всю его умму до судного дня получается. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: из моей уммы. То есть имелись в виду все мусульмане. То есть это указывает на то, что праведные деяния могут помогать умершим. И это был общий вывод ученых, поскольку в хадисах сообщается про хадж, про садака,
про жертвоприношение. Из этого сделали наши богословы общий вывод, что любое праведное деяние может умершему помочь. Естественно, речь не идет о том, что мы за человека можем совершать намаз и фарз, который он не исполнил, нет. Намаз является обязанностью, молитва является обязанностью каждого мусульманина, личной обязанностью, и он должен ее исполнять лично. А вот насчет постов есть исключение. Если у верующего осталось сколько-то дней поста, и у него нет возможности их исполнить лично, то он может завещать, чтобы кто-нибудь постился за него, или, если уж вообще без вариантов, тогда чтобы кто-нибудь за него выплатил фиди, если он сам не в состоянии был поститься. Помимо этого, любые праведные деяния, независимо дополнительные посты, дополнительные намазы, садака, хадж и так далее, тому подобное, все это является праведными деяниями, и все это может приносить помощь умершим. Продолжая эту тему, имам Тахави, или подкрепляя, аргументируя, можно сказать, имам Тахави говорит: «Аллаху та'аля ястаджибу да'ават». Аллах та'аля принимает мольбы, отвечает на них. И мы с вами все знаем аят «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, ва каля раббукум уд'уни астаджиб лакум». И сказал ваш Господь: просите у меня, я вам отвечу. «Ва якдил хаджат». И Аллах та'аля исполняет потребности, удовлетворяет потребности своих рабов. То есть, если мы в чем-то нуждаемся, и если мы что-то просим у Аллаха та'аля, то Он нам это дает. Но здесь снова нужно понимать, мы, по-моему, об этом уже говорили, нужно понимать суть дуа. Дуа не представляет собой волшебную палочку. То есть дуа не для того, чтобы попросил и получил. Функция у дуа совершенно другая, противоположная. В основе дуа лежит понятие убудия. Убудия, то есть ощущение себя рабом Аллаха та'аля. Ощущение себя в том, что ты никто без поддержки Аллаха та'аля. Ощущение себя, что ты ничего не можешь. Ощущение себя, что ты крайне нуждаешься в Аллаху та'аля. Как мы на прошлом занятии с вами говорили, что даже наши деяния являются Его творением. Вот это суть дуа. То есть после того, как я ощутил вот такую острую нужду в Создателе, после этого я обращаюсь уже к Нему с мольбой. Ведь кто просит? Никогда тот, кто выше статусом, не просит у того, кто ниже статусом. Правильно? Обычно тот, кто ниже статусом, тот, кто беднее, тот, кто больше нуждается, просит у того, кто богаче его, кто имеет больше возможностей и так далее и тому подобное. Так вот, суть дуа, она в этом и заключается, что я сначала пропускаю через себя вот это ощущение, я осознаю, я понимаю, что без божественной помощи мне никуда, я даже одного вздоха не смогу сделать. И понимая вот это, убудия, понимая, что я действительно раб Аллаху та'аля, только после этого мы просим у Аллаху та'аля. Поэтому дуа является одной из лучших форм поклонения, как намаз, как ураза, как закят, как хадж и так далее и тому подобное. И на дуа Аллаху та'аля может ответить по-разному. Он может дать мгновенно, в зависимости от того, является ли это для нас благом или нет. Он может дать попозже, он может чем-то заменить, он может избавить нас от какой-то беды, напасти, и он может даровать нам не в этом мире, а в последующем, зная, что что-то для нас лучше. Поэтому мы должны осознавать, что дуа – это не волшебная палочка, дуа – это форма поклонения, форма ибадата.
И не должно быть отношений. Вот же я попросил, а он мне не дает. Какой он создатель теперь? Какой он, где у него милость в отношении меня? Такого отношения не должно быть. Аллах Та'аля лучше знает, что для тебя является благом, и лучше знает, что тебе дать, а что тебе не дать. Если он не дает, это является для тебя испытанием твоей веры, или он не дает тебе это, потому что для тебя это благо. Мы же помним хадис о сподвижнике, который, если кратко описывать эту историю, он испортился. Он был крайне беден, трижды пророк ﷺ приходил, просил, чтобы за него сделали дуа, пророк ﷺ дуа попросил, и в итоге он и намазы перестал читать, и закят не платил, и так далее, и тому подобное. Мы все это хадис знаем. وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ. И Аллах Та'аля владеет всем. То есть все, что существует, делится на две категории. Владелец и то, чем владеют. Так вот, Аллах Та'аля истинный владелец, а все остальное, вся вселенная, все создания являются его владением. وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ. Но ничто не владеет Аллахом. Он никому не подчиняется, он ни в чье владение не входит. Он бесконечно богат. وَلَا غِنَى عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Продолжая эту тему, имам Тахауи говорит, и человек не может себя ощущать не нуждающимся в Аллаху Та'аля. То есть в любом случае он нуждается, независимым. То есть человек не может себя ощущать независимым от Аллаха Та'аля. И продолжая, поясняя это, имам Тахауи говорит, وَمَنْ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحِينِ. Имам Тахауи говорит, и тот, кто считает, что он не нуждается в Аллаху Та'аля, хотя бы тарфата айн, вот это мгновение глаза, то есть одно мгновение, тот становится неверующим и становится погибшим. То есть этот человек сам отказывается от поддержки Аллаха Та'аля. Он говорит, я не нуждаюсь. И что с такими людьми мы знаем? Мы знаем истории из истории Корана, например, фараон. Также мы знаем из сиры пророка ﷺ, это те вожди язычников, которые не последовали за ним. Они как раз истягна, они считали, что не нуждаются. Но что с ними случилось, каждый из нас знает. Дальше имам Тахауи переходит к другой теме, затрагивает некоторые из сифатов Аллаха Та'аля и говорит, каулюху, слова имама Тахауи, «Аллаху Та'аля ягдабу ва ярда лака ахадин миналь вара». Аллаху Та'аля гневается и проявляет свое довольство, но не как кто-либо из людей. Из этого мы узнаем, что Аллаху Та'аля присущ гнев и довольство. Что представляет из себя, чтобы понять, хотя бы немножко приблизиться к сифатам Аллаха Та'аля, мы должны отталкиваться от качеств человека, потому что мы осознаем только свой гнев и свое довольство можем осознавать. Что из себя представляет гнев и довольство? Гнев и довольство человека представляют собой результат реакции его эго, его нафса. То есть, если что-то нам не нравится, мы гневаемся. Если что-то нам нравится, мы радуемся. Это говорит о чем? Гнев и довольство говорит о чем? Говорит о том, что если мы на что-то гневаемся, то эта вещь в душе, мы стараемся держаться от нее подальше. А если мы чему-то радуемся или чем-то довольны, то это говорит о том, что эта вещь в нашей душе занимает высокое место, высокое положение.
Но в жизни человека все может настолько измениться, что то, что вызывало его гнев, то, что он не любил, может превратиться в то, что будет доставлять ему радость. И наоборот, то, что ему доставляло радость, в результате каких-то событий, может начать доставлять ему гнев. То есть человек – существо непостоянное. И все это связано с его внутренним воспитанием. Что касается Аллаха Тааля, то у него такого быть не может. А кроме того, мы еще забыли сказать, что гнев и радость человека – это эмоции, а эмоции – это определенные химические процессы в организме человека. Это химия. Получил какую-то информацию, как-то на нее отреагировал, железы выделили определенное химическое вещество, пошел гнев. Давление поднимается, лицо краснеет, и это проявляется в каких-то действиях. В итоге человек может либо погубить себя в результате гнева, либо погубить кого-то другого. Это недостаток. То же самое радость. Есть люди, которые вот эта эмоция радости в них настолько зашкаливает, что происходит разрыв сердца. Он себя своей же радостью погубил. Это тоже недостаток. И, соответственно, мы должны понимать, что у Аллаха Тааля таких недостатков быть не может. Поэтому имам Тахави говорит: «Ляка ахадин миналь вара», не так, как кто-либо из людей. Поэтому гнев Аллаха Тааля отличается от гнева человека, довольство Аллаха Тааля отличается от довольства человека. Это совершенно разные качества. Гнев у человека это, и радость у человека это одно, у Аллаха Тааля это совершенно другое. То есть если Аллах Тааля гневается, мы не можем говорить, как это, но мы понимаем, что результатом этого гнева может быть наказание. То же самое, довольство Аллаха Тааля, его результатом может быть награда от Аллаха Тааля. И всегда, когда мы читаем сифаты Аллаха Тааля, мы должны вспоминать аят, который является базовым, фундаментальным в понимании сифатов Аллаха Тааля. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. «Лейса камислихи шей». Нет ничего подобного ему. Продолжая, имам Тахави переходит к другой теме. Теме любви в отношении сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Каулуху, слова имама Тахави: «Унухиббу асхаба Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассаляма». Мы любим сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. «Ва ла нуфриту фи хубби ахадин минхум». Однако мы не отдаем предпочтение в любви кому-либо одному из них. Это является ответом шиитам, которые отдают Али, радиллаху анху, особый приоритет, выражают к нему особую любовь. В итоге это выливается не всегда в адекватное поведение. Особенно если говорить о сыновьях Али, радиллаху анху, Хасане и Аль-Хусейни, то мы с вами знаем, что у шиитов есть день Ашура. Ну, день Ашура и у нас есть. Но в день Ашура они, если мы считаем день Ашура днем поклонения, днем радости, днем, когда Аллах Тааля избавил многих пророков от многих бед, то для них это день горести, когда погибли внуки пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И доходит до того, что они себя цепями бичуют, они режут себя ножами, то есть чтобы у них кровь шла и так далее и тому подобное. То есть вот такая чрезмерная любовь к отдельному кому-то из сподвижников пророка может приводить к вот таким последствиям. Поэтому имам Тахави говорит, мы не проявляем вот этой чрезмерности в любви к кому-либо отдельному из сподвижников.
وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ. Точно так же мы не отказываемся ни от кого из них. Снова ответ шиитам. Почему? Потому что среди шиитов есть отдельные, скажем, течения, которые, во-первых, считают правление, халифат Абу Бакра, Умара, Усмана, рады Аллаху анхум, нелегитимным, незаконным, ну и вплоть до того, что некоторые из них проклинают этих сахабов. Имам Тахави объясняет, что мы ко всем сахабам относимся на равных. Мы их всех признаем, мы их всех любим. Ни от кого не отрекаемся и ни в отношении никого из них не проявляем чрезмерной любви. Мы не любим тех, кто не любит их, и не любим тех, кто говорит о них ложь. Мы говорим о сподвижниках пророка ﷺ только благое. Любовь к сподвижникам пророка ﷺ есть вера и есть благодеяние. А ненависть к сподвижникам пророка ﷺ может привести к неверию, к лицемерию и к ослушанию Аллаху Та'аля. Мы должны понимать, что сподвижники пророка ﷺ были людьми. С ними происходили разные события. Между ними были различные взаимоотношения, иногда могло быть недопонимание. Но они были сподвижниками, они были теми людьми, которые непосредственно общались с пророком ﷺ. Каждый из них достиг определенной степени уиляя, праведности. Поэтому мы можем упоминать их только благими словами, тем более об умерших плохо не говорят. Это правило есть и в исламе, и в других религиях, и в светском обществе. Поэтому, да, возможно, какие-то поступки они совершили, но не мы судьи, не нам судить о них. Аллах Та'аля в судный день сам рассудит. Поэтому мы всех их признаем, мы всех их уважаем, мы всех их любим и ко всем относимся, они все для нас равные. Да, пророк ﷺ некоторых из них выделял, например, есть хадис: если бы была взвешена вера Абу Бакра и остальных людей, то вера Абу Бакра пересилила бы. Мы понимаем, что у сподвижников был приоритет, но в душе мы к ним всем относимся одинаково. Даже если кто-то из них нам нравится больше, поскольку его поступки, по нашим ощущениям, они больше подходят к нашему психотипу нашей личности. Однако вот этой чрезмерности в любви, как у шиитов, быть не должно.